Информационная программа «Вести Кудымкар Вилищ Тианкат», студия Андрина Батуева. Бур рыд, джента талония тема зилищ. Белоевич больница проверить с Кудымкарч главный прокурор. Кудымкарна администрация был исполнен выгул пондавили местез. Уная того чед оюша районным пондачиса ягодавным. Белоевская сельская амбулатория. Проверка мунис Кудымкарич главный прокурор. Значит, ответ мы вам дадим. При необходимости будут приняты все возможные меры прокурорского реагирования. Вместо врача в палате Белоевской больницы прием ведет кудымкарский прокурор. Здесь проводится комплексная проверка. Люди обратились в надзорное ведомство, утверждая, что сельской медицине нужна скорая помощь. Чтобы все-таки нас не закрывали и детское, и взрослому населению лечиться нигде. В основном, вот у нас все говорили, надо подтвердить, что у нас в основном люди, как говорится, малообеспеченные, среднего достатка и то мало. Все началось с того, что в Белоевской больнице перенесли детский круглосуточный стационар в Кудымкар. Если ребенку потребуется госпитализация, его придется везти за 20 километров. Кислородный аппарат, мешок ампул, весы, ингалятор. По словам медсестер, больница полностью оснащена для круглосуточного пребывания детей. Есть все необходимое оборудование, а вот по официальному ответу Минздрава не могут найти врача. Это первая причина переноса стационара. Вторая – отделение не пользуется спросом. Я еще раз говорю, вот полгода мы работаем, на 11 койках находится 1-2 ребенка. То есть люди это сейчас, вот они информацию воспринимают, не зная ни анализа, ничего прочего. У специалистов на местах и другие цифры. Весной у нас лежали до 18-19 человек на круглосуточном пребывании. Сейчас в детском отделении остались только койки дневного стационара и постоянно ведет прием педиатр. Кроме этого, в больнице уже сократили терапевтическое, хирургическое, инфекционное отделение. Кроме села, Белоевская больница обслуживает и поселение. Это еще 57 деревень, доступ к которым из-за плохих дорог порой бывает затруднен. Кроме того, люди заявляют, что и в Кудымкаре больничную койку не получить. Там отправляют в село Ошиб, это еще 40 километров. Жители не могут выезжать за пределы села Белоева. Основная масса детей, перенаправляется в Ошиб. Мы должны будем в полном объеме проверить все доводы обращений и при необходимости, в случае выявления нарушений, принять максимальное количество, даже исчерпывающий комплекс мер реагирования. Итоги проверки обещают озвучить в течение 30 дней. И тогда будет понятно, были ли нарушены права людей при оптимизации здравоохранения. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Юсвя реабилитационные центры не бесовили оборудование. Пермский край социально зуралым счеты министерства уджалы исчез. Да край с милым представитель из Локти Союзва, а бюджетный гыч уджала челять понда реабилитационные центры. Сиака ченкар центр Оштиса, а это было еще 2001 года. Чулалиса унавишеммез. Талун ограниченные возможности зачерять лампашкат лыд. Мунавишкачан учреждением реабилитация и бурчета здоровья. Если у нас было раньше стационарное отделение на 20 человек, сейчас у нас 33 круглосуточных пребывания и 10 дневного пребывания. За прошлый год, за 2017 год, у нас прошли реабилитацию 531 человек. Из них 499 человек – это дети. Дети у нас практически проходят со всего края. Конечно, в основном близлежащие районы. Округи щищим даст как процент мумдашу галыш писы джамуна на юсвайш вешкачан учреждения пырет. Моему и того. Реабилитационные центры не биса унавили оборудование, когда от сала пещины быткоть патология эскат. Интерактивный пол – это у нас мультимедийный развивающий комплекс, который способствует развитию ребенка. Туя активно пазлы решает задача из инельки орсна футбола. Это джорджвелн пыр научит пациент. Развивает у детей внимание и память, логику, мышление. Они тут знакомятся у нас с правилами дорожного движения. Математика у нас тут есть. Изучать можно буквы. Животный, морской мир, овощи, фрукты. Очень большая программа. Замечательно. Всестороннее развитие получают. И детям очень нравится, они с удовольствием всегда занимаются.
Челядь мечтает скаднал неман осторящая детская мечтающая. Донтан татыш быт тор. Аслас дас года олеся татын вали унаиш. Но результат щин вала. Ся пондис верман сия мой отжиг эзва вынчарти. Я здесь разминаюсь, сплю здесь. Люблю тренажеры все, какие я хотела. Молодец. А какая у тебя в жизни мечта? Поскорее отсюда уехать. А вот всем деткам, которые здесь, что ты пожелаешь? Чтобы им здоровья много. Быт кага кадалог-то Юсинского реабилитационного центра пондача радуйчину олан ласыч кытсия сыоджиноща, аджина аспычкын вын и верману шогыт отсал на центрич уджал исчез. Методика пыртана быт кодя. Когнитивный навык кез зоротом понда уджала на песокан, интерактивное занятие вылшок макерный вулкан. На сегодняшний день мы это отделение ранней помощи детям от 0 до 4 лет. Детки наши на сегодняшний день у нас всего их 10 пока. Какие-то дети, которые, как вам сказать, если мамы видят в своем ребенке какую-то проблему, особенно, не поворачивается, не садится, не держит голову, не ходит, хотя уже должен идти, мама обращается к нам. Психолог, логопед и дефектолог гесторин уджала быт пациенткат. Виль оборудование бура отсала, а не озников мастерит на занятия вела материалы из гортын. Интерактивный звуковой фонтан – супер вещь, которая нам помогает в постановке звуков и вообще, чтобы научить ребенка разговаривать. Дальше интерактивный стол, в котором очень много игр, заданий для детей, для развития мышления, памяти, внимания, особенно слухового внимания, когда дети не умеют слушать и слышать, то нам помогает этот стол. Логопедическая интерактивная шхуна. Непондакинез озерма пукавна реабилитационный центр небеса напольный стул из этиксечом стул суфта 100 000 руб. В 2017 мы приобрели оборудование по пилотному проекту на 9,5 миллионов рублей. Это только по оборудованию. И 1 миллион на технические средства реабилитации. Реабилитация курс из неотходящих им как неделя. Условия с медбурыш, а благодарны пациенты с УНА. Мы ездим уже в ЮСО 9 лет, у нас большие сдвиги. У нас, конечно, ребенок, когда мы приехали, ребенок совершенно не ходил. И вот это в комплексе и ЛФК, и электрофорез, и все, и медикаментозное, и все, это, конечно, помогает все ребенку. И я очень благодарна медикам здешним, Антонине Васильевне в первую очередь, и, конечно, трудяги. Конечно, помогает все детям. Мультидисциплинарная бригада контролирует ищение пациента за здоровье шерн. Рекомендация считана татанжа. Виль оборудование небосы шелоктан года. Быдасы тащита вера, что здоровая челядь округан луаса унажик, а патология с шогмаз жемлявна. Ирина Батуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Кудымкарн понны спонда бырьеса виль местез. Они гуляют на понка, туя как ямы с территории Авелана. Карлан администрация подкатис постановлению к чагижам кытан этарн туя чулотны понкаткад. Отжаща место езды на содиса эше кыка. Постановлением администрации города Кудымкара 749-01-02 определен новый перечень для выгула животных и в том числе собак. Настоящим перечнем определены 8 мест для выгула животных. Исключены 2 ранее установленных места. Вот новый перечень. Пустырь в районе подстанции Кудымкар. Выше ГСК номер 9. Пустырь по улице Марии Сторожевой. Пустырь по переулку Школьный. Район тубдиспансера. Пустырь по улице Советская за зданием культурно-делового центра. Пустырь по улице Максима Горького. Пустырь по улице Свободы. Пустырь по переулку Партизанский. И пустырь по улице Песчаная. Пон водитище шуна, что медоч бырьям территория скола висотны да бырин дожирайтище зас. Аслан змельку кайортискат этче место за неа озветлата. Кариш олище скоро приспособленная территория. Кытан неа вермиса бычулатны поннескат проскад да тренирует на неа. Сичкач ашинес горд подаас отир радейтен района. И шиньена нылан здоровье шерен.
Джугну суфтатам правила из отир озмада, но я слан скором была вычищена администрация шань ответ. Эт кычачкарн озлола счетом поннезлом выгул понна достойное место, не понда советлет на улице эскужа, а эт безобидный гуляйтем констатуя эктн не учат штраффез. Выгул домашних животных, в том числе собак, в общественных местах, в парках, аллеях, детских спортивных площадках запрещается. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей. Компермятский драматический театр помало, как я мздас ощущим театральный сезон и лощетча Вилькежа. Театр принял решение пригласить Алексея Шевлова, «Пашихонская сторона». Где будет Алексей это ставить? Либо здесь же, на этой площадке, либо перенесет на малую сцену. Это он же как режиссер будет принимать решение сам. Не только Алексей Шавлов, Салтыков-Щедринин по нас уджавный труп пакет, но и Юлия Беляева, когда левджетищес щедиса симпатия, мычалас ашис мастерство. Сейчас вот это свельготки же спектакль, это лоас чилять понда сказка. Ником пермятский драматический театр лан уджит залан чулал на репетициез. Театр пондачис уджавны компермятской кывылын виль спектакль вылын потерял слепой дуду. Это уджис Берем Григоренко повесть черти. Артистискат уджала ханты-мансийский режиссер Анна Ксения Вишневская. Роч повесть уджетис заслуженный артист Анатолий Радостев. Это спектакль сиасиджа орса ашис роль. Начкылам, по, баркышот ешті керні. Таркан зорытама, ен горды подал понна. Пода понна, аша горды понна. Эйги, ен подасы, сы понна и видены. Ен горды. Спозма ичи базы. На, решаю. Горды понна, мерка. Дырос кумасы. Ойвша районызым пондачыса ыктыны чыд. Нелькевечка тище шуона, что черника организм понда полезна и колана. Более сырых таких местах, где растет ель. Именно в таких местах советуют искать чернику Любовь Юркина. Свое название ягода получила из-за того, что чернит руки и рот, зато по вкусу с другими не сравнится. Опасностей на пути много, поэтому готовится тщательно. Местность сырая, надо одеть сапоги, штаны, чтобы все закрывало тело, платок обязательно, чтобы воду не сели комары и мошки. Лучше собирать ягоды ранним утром, пока не сошла роса, и выходить заранее, ведь до ягодных мест добраться непросто. Да и улов нынче не так велик, судя по кустам черники, урожай густым не будет. Вот тут одна только зеленая ягода, все уже созрели, все, не будет больше. Черники в этом году совсем мало в лесах, сетуют местные жители. Связывают это с тем, что был холодный июнь, время цветения ягод. Тогда они просто погибали из-за холодной погоды. Пока ягода есть, местные жители на сбор выходят целыми семьями. Собирают не только для себя, но и принимают заказы. 3 литра собираем за 4 часа. Ягод мало, так местами только. Собираем на продажу, 100 рублей литра. После сбора свежую ягоду на стол подают с сахаром и сметаной. Делают даже сладкие пироги. Кто-то начинает заготовку на зиму. В основном варят варенье и замораживают. А вот с сахаром сваришь, так очень даже хорошо. Говорят, для зрения полезно. По словам врачей, черника благоприятно действует на глаза из-за большого количества витамина А. И даже при постоянном употреблении улучшает зрение. Кроме того, витамин С укрепляет иммунитет и благоприятно действует при артериальном давлении и стенокардии. Но злоупотреблять ягодами не стоит. Люди много переедают ее. За счет этого может быть пищевое отравление, аллергические реакции могут быть. Ягоды будут до середины августа. Любовь Юркина за это время планирует сделать запасы на всю зиму. Выходить в лес придется много, ведь помимо того, что ягод почти нет, но еще и мелкая уродилась нынешним летом. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Это воломьян талом бдс велич панташа машин рытнас. Бдс бурса аддишлутадж.